Всем привет! Только что вы слушали замечательный подкаст крутого издания «Проект», который называется «В эпицентре». Если вам понравился подкаст, мы потом вышлем ссылку, конечно, вы можете почитать замечательные расследования и послушать крутой новый подкаст проекта. Сегодня вы присоединились к заключительному дню очень важное мероприятие для журналистики «Медиа Топ-Топ». Это уже третий форум. В этом году он проводится при поддержке USAID. У нас с вами параллельно еще идет трансляция на Фейсбуке. Те, кто сейчас нас смотрит в Фейсбуке, тоже вам всем привет огромный. Вы можете также задавать вопросы в чате. В конце мы их с удовольствием прочитаем, зададим, если на них еще не успели ответить. Те, кто сидит у нас в Zoom, у вас есть возможность также писать свои вопросы в чате. У нас сегодня в гостях великолепный, крутой Дмитрий. Давайте на начало представлю нашего Дмитрия. Дмитрий, привет, нас слышишь? Да, да, добрый день всем. Отлично. Спасибо Звук огромное, прекрасный. что пришли. Спасибо, что позвали. Я страшно рад быть Давай сегодня с я вами для в этом начала зуме. представлю. Круто. Дмитрий работал во всем нам известном журнале Esquire главным редактором. Позже он начал работать в Арзамасе, помогал запускать радио Арзамас. Я думаю, мы все знаем, какой крутой Арзамас. И теперь он работает главным редактором Bookmate Originals, а также он помогает с консультацией голосового помощника Алиса в Яндексе. Давайте перед тем, как я начну, я расскажу о базовых правилах. Старайтесь не включать свои микрофоны, свои видео. Это очень сильно нам поможет, чтобы связь была стабильная, учитывая, что у нас сейчас идет дополнительная трансляция на Фейсбуке. Мы читаем все ваши вопросы, все ваши комментарии в чате, поэтому не переживайте. Мы будем стараться на них отвечать. У нас будут включаться опросники. Ну, когда они будут включаться, мы вам расскажем, как на них отвечать. Там все довольно очень понятно. Те, кто уже предыдущие дни смотрел нашу сессию топ-топ, наверное, уже более-менее знает, что за опросники. Отлично. Слово теперь предоставляется тебе, Дмитрий. У него безумно крутая презентация, очень познавательная. И, кстати, эта презентация будет доступна всем после окончания сессии. Там миллион полезных ссылок, особенно для ребят, которые хотят заниматься или начать запустить свой подкаст. Там очень полезная презентация со всеми нужными ссылками. Отлично. Вот. Спасибо. Да, давайте тогда я потихоньку начну. А, Расшарю презентацию, которую, да, действительно, я надеюсь, что она будет не бесполезна вам всем. Когда дойдет дело до производства вашего подкаста. Но она довольно общая, и я действительно очень надеюсь на ваши вопросы, потому что для меня лично это будет самая интересная часть, вот, то, какие вы будете задавать вопросы, и то, насколько у меня будет получаться на них отвечать. Но сначала несколько базовых вещей про разные стороны подкастинга я хотел рассказать в рамках, собственно говоря, презентации. Вот, давайте начнем с нескольких цифр. Да? Это очень красивые, очень полезные цифры, если вы подкастер и, например, договариваетесь с кем-нибудь о партнерском проекте или размещении рекламы. Если вы журналист и работаете в каком-нибудь издании и мечтаете запустить подкаст, и вам срочно нужно убедить свое руководство в том, что это необходимо делать прямо сейчас. Это такие очень традиционные цифры, которые последние несколько лет все называют, когда говорят о подкастинге. Да? Подкастинг растет очень бурно. Да? Вот буквально несколько дней назад. Сори, Дмитрий, я тебя перебью. Ты Да. можешь, пожалуйста, нажать на кнопку play, чтобы твоя презентация была чуть больше? Хорошо. О, Да, давайте отлично, так. спасибо большое. Да. Вот. Значит, главные цифры. Сколько подкастов в мире? Вот буквально несколько дней назад, да, пришло сообщение, что число подкастов перевалило за миллион. Да? Это все еще гораздо меньше, чем, например, YouTube-каналов, да? Но уже на порядок больше, чем было там всего 5 лет назад. Да? Или даже 4 года назад. То есть рост очень-очень серьезный и приятный. Да? Люди очень хорошо слушают подкасты. Вот этот график про то, сколько людей в Соединенных Штатах слушают, потому что это главный подкаст-рынок в мире, да, но он показательный, да, и в других странах рост тоже есть, и он довольно существенный. Его довольно трудно измерить,
Да? Вот, например, в России нет достоверных цифр о том, сколько людей в реальности слушают подкасты, потому что слушают все на очень разных платформах, да, кто-то слушает в Apple подкастах, кто-то слушает на Яндекс.Музыке, кто-то во ВКонтакте, кто-то в Телеграме, кто-то слушает на Spotify, если слушает всякие иноязычные подкасты. Померить это довольно трудно, но очевидно, что рост есть, интерес есть, и люди как-то втягиваются в аудио on demand, да, как средство получения знаний, информации, развлечений и прочее. Ну и как бы самое приятное это рост значит, рекламного рынка подкастов, да, который на 2020 год прогнозируется там уже близок будет к 700 миллионам долларов. Вот, это если вы журналисты пытаетесь убедить своего издателя или главного редактора в том, что нужно запустить подкаст, это очень пригодится. Вот, и это вот три красивые цифры, да, растет число слушателей, растет число самих подкастов и растет количество денег, которые есть в индустрии. Хотя, если сравнивать, например, с индустрией радио, американский подкастинг самый успешный сейчас, и американское радио, там все равно разница огромная, да, и на 700 миллионов подкастерских приходится, кажется, 16 миллиардов долларов радийной рекламы. Вот. Но, тем не менее, рост есть, и это очень приятно. Есть одна цифра, которая как бы появилась совсем недавно, и которая не такая радужная. Она не очень красивая, и связана она, собственно говоря, с событиями последних нескольких месяцев, да, с пандемией коронавируса. А цифры как бы говорят о том, что, к сожалению, слушание падает. Да? Оно потихоньку, вот это данные на середину апреля, вроде бы к концу апреля потихоньку опять начинается рост, но, тем не менее, значит, люди слушают меньше, больше всего слушают как раз про коронавирус, самые разные вещи, и информационные, и какие-то познавательные штуки. Но в целом немножечко подкастинг, конечно, проседает в последнее время. И для того, чтобы понять, почему это происходит, нужно вообще понять несколько вещей про то, что такое подкасты и почему, чем вообще вот вызван этот рост и чем вызван интерес людей к нему. Да? Почему подкасты работают? Во-первых, да, потому что очень низкий барьер входа. В теории само явление, когда в середине 2000-х подкасты только начинались, они начинались как супердемократичная вещь. Любой человек, у которого есть любое звукозаписывающее устройство, да, может записать подкаст, может взять интервью у кого-то, кто ему интересен, или может сам просто наговорить свои мысли, чтобы получился такой аудиодневник. И подкастинг был как бы, ну, блогингом аудио в чистом видео. То же самое, что происходило с блогами, происходило с подкастами. При этом эта простота, она немножко обманчива, да, потому что то, что просто записать аудио, совершенно не означает, что просто сделать это хорошим, да, точно так же, как и с текстом. Вы можете писать текст в одиночку самостоятельно за компьютером, но вам нужно потратить много сил и времени для того, чтобы это получился качественный текст. Это то же самое происходит с аудио. Либо вам нужно найти правильную интонацию, либо вам нужно найти правильную тему, либо вам нужно поговорить, там, не знаю, с несколькими десятками людей, чтобы у вас получилось что-то классное и стоящее. Вот. Значит, второе, почему подкасты так популярны и почему, кстати, сейчас они так проседают. Да? Потому что их очень удобно слушать. Подкасты это как бы такая фоновая штука, которую очень хорошо и правильно слушать, когда вы куда-то передвигаетесь, на работу, с работы, идете в магазин, да, ее удобно слушать дома, когда вы занимаетесь какими-то своими домашними делами, там, не знаю, я вот два моих главных сценария, да, это слушать подкасты за мытьем посуды и слушать подкасты, значит, во время поездок на работу и в магазин. Вот. Третий сценарий, я, к сожалению, вынужден признать, что не так часто к нему обращаюсь, это занятие спортом.
Вот. Но второй сценарий, да, передвижение людей в пространстве сейчас очень сильно ограничен. И вот спад, про который я показывал цифры на предыдущем слайде, как раз это все вот об этом. Да, люди стали меньше передвигаться и, соответственно, меньше слушать подкастов. Что еще? Почему подкасты работают? Потому что они вызывают привыкание. Да? Большинство вещей, которые выходят в форме подкастов, выходят регулярно, с какой-то периодичностью. Это может быть каждый день, может быть раз в неделю, может быть раз в 2 недели, но все равно вы знаете, что по понедельникам выходит ваш любимый подкаст, ждете его, вы сроднились с ведущими, и для вас это, ну, как с сериалами по там, телевизору или на всяких стримингах работает, это точно так же. Значит, и с этим связана еще одна вещь, которую нам дают подкасты, они дают возможность проникнуть во внутренний мир героя. Совершенно неважно, кто эти герои. Да? Это может быть ведущий, у которого, значит, мысли которого интересны определенной аудитории. Это может быть его гость, да, который интересен аудитории. Это может быть кто-то, кого человек-журналист пошел и записал в поле, да, и при помощи звука ему удалось создать такую, как бы, мощную атмосферу, что мы реально начинаем видеть мир глазами его героя. И тут, значит, у нас мы переходим к следующему пункту. Подкасты и аудио вообще, да, они дают огромный совершенно простор для воображения. Гораздо больший, чем видео, гораздо больший, чем текст, да, потому что вы, когда слышите человека, у вас сразу формируется в голове свой собственный образ этого человека. Да? Когда вы слышите какие-то звуки, но не видите картинку, вы сами в голове достраиваете эту картинку. И это очень мощная, как бы, фоновая такая работа вашего мозга, которая позволяет аудио производить иногда совершенно потрясающее впечатление, гораздо больше, чем видео, ровно потому, что оно требует вот этого вот небольшого усилия, но вы как бы присваиваете себе то, что слышите. Знаете, как, ну, условно говоря, это можно отчасти сравнить. Вот есть книжка, есть ее экранизация. Да? Есть «Властелин колец», который я там читал ребенком много раз, и который у меня в голове уже оформился в какой-то совершенно свой мир. Да, и есть фильм. Я смотрю фильм, ну, да, он классный, там хорошие спецэффекты, но это все равно даже близко не подходит к тому, что происходило у меня в голове. С аудио происходит то же самое, просто оно дает чуть-чуть больше стимулов для того, чтобы можно было нарисовать в голове эту картину. И сейчас я выйду ненадолго из полноэкранного режима и вообще выключу презентацию, потому что я хочу, чтобы вы послушали один маленький аудиофрагмент. Это, я сначала объясню, что это такое. Это старый, очень старый ролик, который рассказывает о том, почему нужно использовать рекламу на радио. Он из 60-х еще годов. Вот, сейчас, извините, я Ты немножечко... пока это делаешь, я хочу, да, добавить к твоей части про то, где обычно слушают подкасты, почему они стали такими популярными. Вот, мне кажется, в последнее время мы часто заполнили то, что мы видим, смартфонами, картинками, и у нас уши постоянно остаются свободными. Вот я, например, когда мою посуду, я постоянно хочу как-то да, что-то продуктивное делать и продолжать что-то слушать. А посуду, когда моешь, Да, гораздо легче слушать подкаст, чем смотреть видео. да, это вот как раз про удобство слушания по аналогии со смотрением. Тут есть еще один момент, да, например, вот про пример Арзамаса я могу привести, который, ну, если вы знаете, то это очень круто про сам проект. Вот. Арзамас изначально задумывался как сайт с видеолекциями. Да? И первые пару лет своего существования там у вас же выступал Саша Уржанов, да? Кажется, недавно, вчера или позавчера.
Да-да-да. Да, вот. Как раз, собственно говоря, производством видеолекций занимался Саша. Саша прекрасный теле-, видео-, кинопрофессионал, да, они делали изумительные по качеству картинки лекции, да, но это было сложно. Это каждый раз был очень сложный продакшн, там, с декорациями, с постпродакшном, монтажом. А выяснилось через какое-то время, что существенная часть людей не смотрит эти лекции. Они их слушают, они включают YouTube, да, а потом ходят по кухне, там, моют посуду, делают то же самое, о чем говорил Азат. Вот. И стало понятно, что как бы видео надо делать, но видео надо делать про другое. Да? И, собственно говоря, Саша же вместе с своей командой сделал на Арзамасе несколько потрясающих видеороликов. Может быть, он их даже, не знаю, приводил вчера, приводил в своем выступлении в пример. Да, там, Древний Рим за 20 минут. Вот, это супер визуально насыщенная штука, которая как бы для видео она идеально подходит. Лекции, почему бы не делать их в аудио? Выяснилось, что это гораздо проще, гораздо дешевле, и у этого ничуть не меньшая аудитория. Вот, значит, возвращаясь к нашему разговору, так вот, значит, реклама того, почему нужно давать рекламу на радио. Я сейчас включу, Азат, можешь кивнуть, если все нормально со звуком будет? Так, хорошо, я кивну тебе. Radio. Why should I advertise on radio? There's nothing to look at, no pictures. Listen, you can do things on radio you couldn't possibly do on TV. That'll be the day. All right, watch this. Okay, people, and now when I give you the cue, I want the 700-foot mountain of whipped cream to roll into Lake Michigan, which has been drained and filled with hot chocolate. Then the Royal Canadian Air Force will fly overhead towing a 10-ton maraschino cherry, which will be dropped into the whipped cream to the cheering of 25,000 extras. All right, cue the mountain. Cue the Air Force. Cue the maraschino cherry. Okay, 25,000 cheering extras. Now, you want to try that on television? Well, You see, radio is a very special medium because it stretches the imagination. doesn't television stretch the imagination? Up to 21 inches, yes. Да, ну вот. Сейчас я вернусь в презентацию. Я на всякий случай просто продублирую то, что, если вдруг было не очень хорошо слышно, речь в ролике о том, что радио позволяет просто взять озеро Мичиган, не самое маленькое озеро в мире, осушить его, заполнить горячим шоколадом, свалить туда много тонн взбитых сливок, а потом сделать так, чтобы канадские, значит, королевские ВВС сбросили туда огромную, значит, коктейльную вишенку. Сделано это все, как бы, я мог бы такое сделать, наверное, за час, просто взяв несколько звуковых эффектов, да. При том, что видеотехнологии там с 60-х годов шагнули далеко вперед, и это все возможно сделать и в видео тоже, да, для того, чтобы сделать это реалистично, все-таки у профессионалов, я думаю, уйдет на это пара месяцев работы, да, чтобы все получилось классно. Аудио дает возможность сделать это практически любому человеку, да, с доступом к каким-то архивам. Про архивы у меня будет небольшой слайд в конце. И с этим можно играться до бесконечности. Да? И аудио дает огромную свободу и человеку, который делает его, и слушателю в интерпретации и формировании собственных образов у себя в голове, что, конечно, дико соблазнительно и меня лично очень вдохновляет. Вот, вернемся дальше к... Вот. И все эти вещи, да, вот все эти причины, по которым подкасты работают, очень правильно учитывать, когда вы придумываете свой подкаст. Да? Вы должны понять, как вы его делаете, вы должны понять,
где и в каких условиях его будут слушать, да, вы должны понимать, что вам нужно подсадить людей на свой подкаст, да, и нужно сделать так, чтобы они ждали следующих выпусков, подписывались, ставили рейтинги в разных системах проигрывания там, и так далее, и так далее. Но при этом, чем более творческий у вас будет подход, тем больше вероятность того, что вам удастся достигнуть вот этих вот вот этого привыкания и привлечь как можно большее количество людей к тому, чтобы они послушали то, о чем вы хотите в итоге рассказать. Вот. А теперь немножечко про то, какие, собственно говоря, бывают подкасты. Я недавно переводил книжку, есть такой аудиопродюсер, очень успешный и влиятельный. Его зовут Эрик Ньюзом. Он работал на американском радио NPR очень долго, делал прекрасные там подкасты, например, Invisibilia или TED Radio Hour. Вот, потом он работал в Амазоне в компании Audible и занимался аудио там. И вот он написал книжку, она скоро довольно должна уже быть опубликована. Она называется Make Noise. Вот, мы это перевели как «пошумим». Вот. И я... Тут, конечно, небольшой конфликт интересов, да, потому что я переводчик, но я, правда, очень советую прочитать эту книжку, потому что там где-то 300 страниц ровно про то, как придумать классный подкаст. Да? То есть, это будет гораздо полезнее, чем все, что я смогу вам сегодня рассказать там, за эти 1,5 часа. Вот. Но какие-то вещи оттуда я расскажу вам прямо сейчас. Немножечко затизерю это все. Значит, он, Ньюзом, в принципе, когда составлял классификацию подкастов, значит, он начал с того, что по большому счету вид подкастов один. Да, это люди рассказывают истории. Это может приобретать разные формы, да, но в итоге, это про истории, потому что именно истории интересно слушать. И вещи, которые сделаны по правилам истории, с сюжетом, героями, развитием, кульминацией, да, вот такого рода вещей. Если у вас есть опыт написания текстов, да, таких вот, нарративных вещей, то к аудио нужно подходить точно так же. Просто в аудио нужно думать немножечко про другие вещи. Нужно думать про то, как это слушается, как это можно обогатить звуками и почему это должно быть именно аудио, но к этому тоже еще вернемся. Так вот, на самом деле все, конечно, немножко сложнее, да, и тот же самый Ньюзом выделяет 2 больших класса подкастов, и внутри них некоторые, значит, по 3 подкласса. Я очень быстро пробегусь по ним. Может быть, вы увидите тут знакомые названия, и вам будет гораздо проще понять, о чем речь. Значит, первый большой класс – это люди болтают, да, и это такая более простая, что ли, форма подкастинга, без сложного монтажа, без вставок архивных, значит, без мощного саунд-дизайна, без сторонних интервью и прочее. Да? Люди болтают как? Бывает тирада. Да? Это когда один человек что-то очень долго втирает. Да? Так устроены TED-токи, так устроен, например, замечательный подкаст Lore, в котором, значит, Эрон Мейнки, такой писатель, рассказывает жуткие истории из американские всякие городские легенды и прочее. Так устроен совершенно феерический подкаст, который называется Hardcore History, да, там его ведущий Дэн Карлин, он просто раз в несколько месяцев выпускает 5 или 6-часовой подкаст, вот просто 6 часов подряд звука, и он рассказывает про Первую мировую войну. Про Первую мировую, кажется, вообще 12 часов. Вот. Или про, я не помню. Исторический герой, я помню, берет определенных, личностей. Да, он идет по героям. Или там 300 спартанцев, условно говоря, да, сел в гараж и пишет. И он даже говорит, что он сначала пробовал все это немножечко разбавлять каким-то саунд-дизайном, звуковыми эффектами, такими штуками, но потом понял, что это не нужно, да, его любят не за это, его любят за то, что он может 6 часов подряд очень страстно и на базе огромного ресерча рассказать про какой-то исторический сюжет. А всякие финтифлюшки и создание образов на самом деле не нужны, потому что он сам и есть главный, он настолько эмоционален, настолько крут в том, как он рассказывает, что просто один его голос, его уже достаточно для того, чтобы нарисовать в голове вот эту картину. Второй тип
болтовни, да, это вопрос-ответ, классическое интервью, когда есть ведущий постоянный, к нему приходит один или два гостя, да. Такова программа NPR Fresh Air, таков подкаст, значит, What the Fuck with Mark Maron, очень хороший, вот. Или, например, ну да, из русскоязычных подкастов вот в форме тирады, да, есть, например, подкаст «Жуть», который делает такой Гриша Пророков, он один из пионеров подкастинга, пионеров второй волны подкастинга в России. Вот, у него есть много разных проектов, есть Blitz and Chips, значит, есть музыкальный подкаст, а вот «Жуть» — это примерно то же самое, что «Лор», только по-русски. Там всякие страшные истории, городские легенды и прочее. Значит, вопрос-ответ. Есть там подкаст, например, по-русски про людей, который делает Лев Пикалев. Он простой по форме очень, да, и таких подкастов, наверное, большинство, да, то есть подкастов вот этой вот формы, да, есть один человек, который зовет к себе в гости других людей, но тут тоже важно, очень важно найти какую-то свою интонацию правильную, и очень важно готовиться к такому интервью, да, задавать вопросы со смыслом, и потом, переслушивая его, не вываливать все целиком, да, как-то подмонтировать, чтобы не было каких-то кусков, на которых слушатель отваливается, и ему будет скучно вас слушать. Да? Потому что он в это время моет посуду, да, и если там грязь на посуде его интересует больше, чем ваш подкаст, это очень плохо. Вот. Значит, третий вариант, когда люди болтают, это разговор, когда у микрофонов собирается несколько людей, да, и они все более-менее равноправные, то есть нету вот этого, нету этой ситуации интервьюера и интервьюируемого, да, есть постоянный набор ведущих, которые либо между собой обсуждают какие-то вещи, либо они иногда зовут каких-то сторонних гостей, но все они как бы равноценные участники разговора, да, и обсуждают какие-то вещи. Мой любимый подкаст такого плана называется No Such Thing as a Fish. Он, значит, его делают редакторы такой телевикторины, которая называется QI, которая идет на BBC, ее раньше вел Стивен Фрай. Но эти редакторы, они параллельно еще стендап-комики, и они рассказывают раз в неделю, просто собираются, и каждый из них рассказывает о каком-то одном удивительном факте, который он узнал за неделю. Вот, и слушать это, они дико смешно про это рассказывают, и факты очень интересны. И это, на мой взгляд, просто идеальный пример такого подкаста. Если будет возможность послушайте, если уже слушают, то замечательно. На русском языке, кажется, один из самых крутых примеров такого подкаста — это «Деньги пришли», который делает Илья Красильщик и Саша Поливанов. Вот, это такой перезапуск того, что они делали на «Медузе», 2 по цене одного. Но, значит, там всегда есть гость, да, но есть два ведущих, которые очень серьезный вклад вносят в разговор, и поэтому трудно считать это просто интервью. Да? Это скорее разговор между какими-то там приятелями или более-менее, значит, двумя друзьями и человеком, которого они либо хорошо знают, либо не знают вовсе, но общаются с ним как с равным. Вот. Это одна категория, один большой класс подкастов. Второй, значит, класс — это люди рассказывают истории. Тут все сложнее, да, тут в центре оказывается какой-то герой, один или какая-то история, про которую рассказывает несколько героев. Да? Это больше похоже уже на документальное кино или документальное телевидение, да, репортажи. И таким в Штатах тех же самых, например, в основном занимаются люди, которые пришли из радио. Да, из радио с его жесткими очень форматами, с его мощной традицией документалистики, журналистики и прочего. В России, к сожалению, и вообще как бы на постсоветском пространстве, скажем так, этой традиции по сути нет. Да? Она есть в Европе, да, она есть у англичан очень сильная, она есть у немцев, она есть у шведов, у датчан очень-очень-очень сильная школа аудиодокументалистики, своя, да, очень отличная от американской, ближе к такому, скорее ближе к саунд-арту, чем к документалистике, но и с очень мощными элементами документалистики тоже.
Вот. В России такого мало, но начинает появляться, и начинает появляться ровно за счет того, что все больше журналистов, используя свои как бы, журналистские практики и методы, приходят в аудио. Какие бывают подкасты, где люди рассказывают истории? Значит, бывает сезонное повествование, когда один сезон подкаста рассказывает про какое-то одно большое событие. Да? Таков, например, американский подкаст, который называется Slow Burn, про то, как значит, выносили импичменты Никсону, президенту, и это первый их сезон, а второй сезон про импичмент, значит, несостоявшийся президенту Клинтону. По-русски есть замечательный подкаст «Трасса 161», да, который это 5 или 6 серий расследования, которое вышло параллельно с текстом. Вышел текст Таисии Бекбулатовой, такой замечательной журналистки, про маньяка в Хакасии. И параллельно, значит, Леша Пономарев, тоже журналист и музыкант, замечательно вот, сделал. снова появился Дмитрий, сори. Ты на пару секунд пропал, а потом снова появился. Начни с трассы окей. 161, да, потому что это очень крутой подкаст. Да, Кто не слушал, извините. прям очень сильно советую. Это безумно, прям отличная, мне кажется, отличный пример того, как можно делать нарративные подкасты, потому что, например, в Кыргызстане у нас чаще всего делают подкаст, как ты до этого говорил, про разговоры, когда приходят Да. гости, интервью, а вот здесь, Мгм. когда люди рассказывают истории, Трасс 161, это просто легендарный пример, я считаю. Да, он легендарный, но он при этом, ну, не уникальный, да, но таких подкастов такого уровня, их, ну, там, можно на русском языке можно пересчитать по пальцам одной руки, может быть, двух, если очень, как бы, демократично подходить, ну, хороших подкастов. Вот, значит, это история, которая рассказывается на протяжении сезона, там, 5 серий, да, или 6, 5, кажется. Вот, история про маньяка, который работал в Хакасии. Леша и Таисия, автор текста, значит, который вышел параллельно с этим подкастом, они поехали в Хакасию, поговорили с огромным количеством людей, записали много как бы, саундскейпов, звуков, как бы, связанных с историей и местом, значит, и сделали из этого такой вот многосерийный нарратив. Вот. Очень рекомендую. Есть в жанре «Люди рассказывают истории», есть еще, например, бывает посерийное повествование. Да? То есть, когда каждая серия подкаста, да, это своя одна маленькая история. Таков, например, очень популярный в мире подкаст 99% Invisible, замечательный подкаст про дизайн. Но про дизайн в широком смысле, это про то, в принципе, как придуман окружающий нас мир. Да? От дизайна в буквальном смысле слова, да, там, промышленного дизайна и архитектуры, до, не знаю, вот у них был замечательный, например, выпуск про зеленые книги. Знаете, вот был фильм недавно «Зеленая книга», про, значит, чернокожего музыканта, который поехал на юг в сопровождении белого охранника своего, и они искали, поскольку это было, значит, еще до того, как ну, в разгар, вернее, борьбы за равные права, им нужна была были такие специальные путеводители для чернокожих в Америке. «Зеленая книга», места, где безопасно останавливаться. Это гостиницы, где их поселят, рестораны, где их накормят и так далее, и так далее. Вот про это, например, тоже есть в подкасте 99% Invisible замечательный выпуск. Это посерийное такое повествование. По-русски можно послушать, например, истории русского секса. Да? Каждая серия – это один или несколько героев, которые обсуждают ну, какую-то одну тему, рассказывают свои истории, связанные с какой-то одной темой. Да? И, наконец, самый такой изысканный, сложный жанр, подкласс в классе «Люди рассказывают истории» — это множественное повествование в рамках одного выпуска подкаста, да, когда есть одна тема и несколько историй, которые как бы вокруг этой темы разворачиваются. Да. Таков, например, подкаст замечательный «This American Life», и по-русски, ну,
в буквальном смысле слова, да, такого уровня продакшена пока все-таки ничего нет, но есть, например, подкаст Норм, который к этому, мне кажется, стремится. Вот. Очень быстро я по этому всему пробежался, потому что хочется побольше времени, на самом деле, оставить на ваши вопросы. Но это еще не все, что я хотел вам рассказать. Есть еще довольно много в презентации. Мы сейчас хотели, кажется, запустить Да, у нас опрос. сейчас будет опросник, мы хотим понять вообще, какие подкасты слушают люди, которые сейчас на Zoom. Сейчас я вам включу Ментиметр. Да, я, соответственно... Пока я буду включать, я хочу сказать, что, и, кстати, истории русского секса, как я понимаю, вы не можете их послушать, они не в открытой платформе. Я знаю, что они на платной подписке Яндекс.Музыки пока только есть. Они только на платной подписке. Мне кажется, что их Да. можно слушать без подписки, если просто там они будут не по порядку. Так, смотрите, теперь давайте насчет опроса. Что вам нужно будет сделать? Вот сейчас вы видите наш опросник на Mentimeter. Вам нужно будет пройти на сайт menti.com, и там вам нужно будет вбить цифры 54 35 00. После того, как вы пройдете на сайт, вобьете цифры, высылайте просто название подкаста, который вы слушаете. Мы хотим понять вообще, насколько хорошо мы с вами на одной волне. Может, мы с вами слушаем одинаковые подкасты, может, что-то новое вы нам посоветуете, порекомендуете. Давайте еще раз я вам скажу код. Это 54 35 00. Если вы нас смотрите сейчас трансляцию на Фейсбуке, вы тоже можете принять участие без проблем. Заходите на этот сайт menti.com, и мы посмотрим, какие подкасты слушаете вы. А вот, кстати, вот подкаст, мне кажется, Поливанова и Красильщика «Деньги пришли» — это тоже хороший пример того, как можно делать подкаст о серьезном, но не серьезным разговорами, потому что они оба Да, безусловно, позиционируют себя как люди, которые не разбираются в деньгах, но говорят о очень серьезных вещах с экспертами, гостями. Да, нет, и это значит, что на самом деле, любой подкаст, как бы, пусть по форме это что-то относительно простое, да, это не суперсложный саунд-дизайн, это не супер расследованная какая-то история, да, ничего такого, но они нашли и искали какое-то время, да, очень классную интонацию. Их страшно любят люди. У них есть очень преданная база, значит, слушателей и подписчиков, которая за ними, например, мигрировала с «Медузы» в их независимый подкаст, который они теперь делают. Вот. Давайте, пока вы отвечаете, я продолжу с, значит, рассказом своей презентации, потому что сейчас мы переходим к такой немаловажной штуке, на самом деле, как понять, как бы, что вам нужно и как, собственно говоря, начать придумывать свой подкаст. Значит, Самая важная часть для людей, которых хотят запустить, да. Да. Во-первых, я очень многих людей этим достал, да, которые, не разделяют мою страсть к подкастингу, потому что я все время им рассказываю, я вот слушаю такое-сякое в подкасте. Но люди, которые этим интересуются, довольно благосклонно обычно реагируют. Я всегда призываю слушать как можно больше, слушайте разное, слушайте по 1-2 выпуска самых разных подкастов, чтобы понять, что вам интересно и что нравится, и чтобы понять, как в принципе можно делать, да, потому что вариантов того, что можно сделать, их бесчисленное множество, и все время появляются новые, да, поэтому просто вот очень-очень призываю вас как можно больше слушать, и так будет проще найти то, что вам самим ближе всего интереснее. Мне кажется, да, это очень хороший совет, потому что тот подкаст, который я, например, запускал вместе с Алимом, тоже отошел от подкаста «Деньги пришли», он нас просто вдохновил на то, что можно о серьезных вещах говорить более простыми формулировками. Это реально работает. Больше слушать подкасты, помогает определиться своим. Да. И интонацию это поможет найти, и какие-то конкретные ходы, да, может быть, вы хотите сделать интервью, да, а может быть, вы хотите сделать что-нибудь совсем маленькое, да. Вот один из моих любимых подкастов, который я открыл для себя там совсем недавно, каждый выпуск длится 1,5 минуты. Вот совершенно выдающийся подкаст, который называется The World According to Sound. Значит, мир с точки зрения звуков. Каждый выпуск 1,5 минуты. Минуту играет некоторый звук, да, 30 секунд ведущий объясняет, что это за звук. Да? Например, это булькает гейзер где-то в Йеллоустонском парке.
или это, не знаю, ледник, значит, отходит от Антарктиды, да, с каким-то страшным грохотом. Или, да, интервью с шахтером, у которого страшная какая-то болезнь легких из-за того, что он работает в шахте, да. Ну, тоже буквально там 30 секунд какого-то рассказа, он просто рассказывает чуть-чуть про себя и про свою болезнь. Но ты по его голосу понимаешь, ну, насколько сильно, серьезно и ужасно он болен. Да? Производит совершенно неизгладимое впечатление. Или, а может быть, что-то супер веселое. Например, песня Адриано Челентано, в которой он, значит, такая пародия на американскую эстраду, которую Челентано сделал в 70-е годы. Ну и для англоязычных людей это особенно смешно, потому что они пытаются понять вроде какой-то знакомый язык, но это полная белиберда, потому что действительно белиберда. Челентано изобрел какие-то слова и сделал эту песню. Вот. Значит, да. Отлично. Мне кажется, слушай, мы можем перейти к твоей презентации. Сейчас посмотрим, что у нас 49 человек проголосовало здесь. О, отлично. Вот, Да. как я понимаю, те слова, которые самого большего размера, это что чаще всего люди слушают, если совпадают голоса, Ага. то он выделяется крупнее. Вот, например, ребята написали про Страс 161, мне кажется, это очень клево. Те, кто не слушал, очень рекомендует подкаст. American Life прям Да, безумно крутой. да, Ой, если да. сложно, ищи. А, кстати, подкаст есть еще у Медузы, очень прикольно, мне нравится. Да, Перемотка. да, да. Да, вот эту перемотку как раз тоже делает Леша Пономарев, вместе, который сделал трассу 161 вместе с Сашей Борзенко, который ведет медузовский подкаст. Сперва ради, вот, но они теперь оба работают в Арзамасе, и подкасты эти ведут, просто перемотку Арзамас делает вместе с Медузой. Вот. И Ну, на самом деле, мне кажется, да. вообще Медуза послужила, знаешь, такой базой для второй волны, или, я не знаю, третья волна подкастов. Потому что до Медузы как-то не Ну, было в такой, каком-то знаешь. смысле, да, 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 в потому что каком-то смысле. благодаря Я при Медузе все и этом, появилось. ну да, мне очень как-то неловко хвастаться, но как раз я, поскольку хорошо знаю многих из этих людей, например, я хорошо знаю Илью Красильщика очень давно, и я лет, наверное, года 4 назад, вскоре после того, как «Медуза» появилась, начал ему примерно раз в 2 месяца говорить, почему вы не запускаете подкасты, почему вы не запускаете подкасты. Ну, Все где-то благодаря год тебе, он... Дима, все благодаря тебе. Ну, нет, в том-то и дело, что нет. В том-то и дело. Если благодаря мне, все бы началось гораздо раньше. А они не слушали советов, а потом, ну, я шучу. Нет, на самом деле «Медуза» действительно очень много сделала, как и «Арзамас», на самом деле, да, потому что «Арзамас» тоже как бы... Арзамас начал это даже чуть раньше, чем «Медуза», и то, что они делают... Я как бы сейчас там только время от времени появляюсь, что-то помогаю им делать, придумывать. Но радио «Арзамас» — это очень удачный пример того, как подкасты... Ну, как бы другой способ функционирования подкастов, потому что они не обязательно должны быть все открыты, да, а можно собрать сообщество преданных слушателей и в каком-то специальном месте, специальном закутке. Вот. Давайте я быстренько продолжу, Давай, мы потому что у обратно нас не вернемся. супер, Отлично. да, не супер много времени осталось, а я хотел быстро-быстро проговорить какое-то количество вещей и уже перейти к вопросам. Так, я сейчас включаю... Ну, клево, что, кстати, в вопросе было очень много англоязычных подкастов. Это очень здорово. Потому что Да. именно на английском языке прям огромное количество профессиональных подкастов. В отличие, конечно, от русскоязычных. Прям огромный выбор. Это очень радует, что вы слушаете разное. Да, так вот, значит, нужно, прежде чем как бы начинать придумывание подкаста, хорошо бы с того, чтобы задать себе ряд вопросов. Да? И самый главный вопрос, почему-то именно подкаст, а не что-нибудь еще. Да? Вот как в примере, который, собственно говоря, уже я приводил с Арзамасом. Да? Лекции Арзамаса могут и, кажется, должны существовать в форме аудио. Да? Видеоэксплейнер «История Древнего Рима за 20 минут» – нет. Там очень важен визуальный ряд. Подумайте, точно ли это должно быть аудио, или это лучше будет восприниматься как текст. Да? Ну, многие лекции, например, лучше воспринимаются как текст.
и совершенно не обязательно как бы делать их в форме аудио. Значит, о чем будет этот ваш подкаст? Да? Даже если вы просто хотите поделиться с миром своими мыслями, что, абсолютно нормально, да, и так делает огромное количество людей, в том числе и весьма успешных подкастеров. Вот. Очень хорошо поймите, какой частью своих мыслей вы с людьми хотите поделиться, да, чтобы просто люди даже понимали, чего от вас ждать. К кому обращен этот подкаст? Да, то есть, кому вы это все рассказываете, от этого зависит то, каким языком вы это делаете. Да? Если вы обращаетесь к профессиональной аудитории, да, допустим, вы журналист и рассказываете про, правила написания текстов, да, вы можете использовать какие-то там журналистский жаргон, да, или, допустим, вы делаете подкаст про вышивку, да, и рассказываете про какие-то специальные техники, которые понятны людям интересующимся, да, но мне, например, человеку, как бы, знающему про вышивку в основном понаслышке, я просто, половину не пойду. Вот. Нужен ли этот подкаст людям? Да? Это тоже, это как бы можно проверять очень разными способами. Да? Вы можете это проверять по тому, что люди ищут в интернете, что люди обсуждают в каких-то профессиональных сообществах. Да? Насколько востребованы те или иные истории. Да? То есть вы знаете, что очень важно, вот там, я не знаю, в России сейчас важно говорить про домашнее насилие. Да? Это объективно так. И это многим людям и нужно, да, а другим людям очень хорошо бы, чтобы они про это узнали, да, какие-то разные стороны. Вот. Это как бы первая часть вопросов самых базовых. Да. Вторая часть уже более конкретная, когда вы начинаете насыщать подкаст ваш какой-то конкретикой. Как он устроен? Да? Это интервью. Это тирада, да, возвращаясь к этому самому. Если это интервью, есть ли там, например, какие-то постоянные рубрики, да, то есть вы каждый раз делаете интервью совершенно по-новому, или оно строится по какому-то одному и тому же принципу, вы задаете всем людям одни и те же вопросы, или это какая-то комбинация, да, то есть есть какая-то фристайл-часть, а есть жестко заформатированная. Да? Кто ведущий этого подкаста и почему именно эти люди? Да? Наверное, потому что они очень хорошо разбираются в том, о чем говорят, или просто очень хорошо и весело умеют говорить. Да? Что общего между выпусками? Да? Какая глобальная тема их объединяет? Вот. На самом деле все эти вопросы, им, конечно, нужно, каждому из них можно было бы уделить отдельную лекцию, вот. Но, по крайней мере, иметь все эти вопросы в виду. Да? Как подкаст звучит, тоже очень важная штука, да? Потому что это в большей степени, наверное, относится к каким-то сложным нарративным историям, да, но когда вы примерно понимаете, какого звучания вы хотите добиться, вы идете записывать интервью тем или иным образом. Да? Например, есть при записи интервью, если вы идете прямо к человеку домой, условно говоря, записывать, можно просто прийти, поздороваться, сесть, разложить оборудование, настроиться, да, и начать записывать. Да? А если вы встраиваете это в какую-то историю, которая разворачивается прямо в ушах и голове у слушателя, может быть, вам нужно начать запись, когда вы только сами выходите из дома, да, и вести параллельно какой-то аудиодневник. Вот я иду сейчас на встречу со своим героем, герой такой-то, дальше звуки того, как вы заходите в подъезд, звуки того, как вы здороваетесь, как там у вашего героя мяучит кошка или убегает молоко на плите. Вот это все может очень сильно оживить ваше повествование и может сделать его гораздо более стимулирующим для воображения. И последний вопрос, который в этом блоке у нас есть, кто и как его будет делать. Да? Потому что если вы хотите сделать что-то сложное, поймите, способны ли вы сами, например, что-то сложное смонтировать. Или вам нужна помощь кого-то, кто может вас научить.
или у вас есть возможность кого-то привлечь, кто просто умеет работать там со звуком и сможет стать вашим звукорежиссером. Вот. Нужно ли вам кто-то, кто будет проверять факты, которые вы излагаете? Нужен ли вам кто-то, кто помогает вам искать героев? Это как бы каждая из этих работ, да, это по большому счету отдельная профессия. Это не значит, что один человек не может в себе совмещать множество функций, да, но просто нужно всегда держать в голове некоторый набор вещей, которые нужно сделать. Вот. Очень как-то я заболтался. Давайте я быстро пробегусь. Вот опять тизер этого самого Эрика Ньюзума. Это просто 2 очень конкретных упражнения, про которые он говорит, которые на самом деле кажутся дико полезные. Первое из них, это скорее, наверное, вам домашнее задание, если вы соберетесь действительно свой подкаст придумывать. Во-первых, 10 главных слов. Это его абсолютная мантра. Значит, и по большому счету, не то чтобы он это придумал, это правило любого хорошего питча, любого произведения, текста, кино, но просто и в аудио оно тоже работает хорошо. Нужно просто описать подкаст, который вы делаете или собираетесь делать, да? Но это, в принципе, применимо и к тому, что вы уже делаете, потому что, может быть, это поможет усовершенствовать это. Нужно его описать в 10 словах или меньше. И эта фраза должна максимально точно описывать ваш подкаст и только его. Да? То есть нельзя просто сказать, я делаю подкаст про отношения, в которые зову разных людей. Да? Это слишком общо. Да? Нужно понять, чем значит, этот ваш подкаст про отношения отличается от других. Или про то, как устроена финансовая система мировая. Да? Ну, тоже таких подкастов много. Темы могут быть самые разные. Вот. Скорее всего, у вас получится довольно быстро придумать какую-то фразу, но потом вы подождите 5 минут, прочитайте ее, да, еще раз, и вы поймете, что, скорее всего, нужно будет переделать, и на это может уйти еще пару часов. Вот. Второе упражнение называется «Портрет слушателя», очень условно. И это такая штука, что вам... Это как раз про определение вашей аудитории. Да? Вы должны понять, кто будет слушать ваш подкаст и зачем это будет слушать. Да? Выделить какие-то ключевые слова, описывающие вашу аудиторию, а потом вбить в поисковик, в поиск по картинкам, и попробовать найти одну фотографию одного человека, который является олицетворением вашего слушателя. Это не значит, что все слушатели такие же, но вот одну фотографию. И дальше придумать этому человеку такую фальшивую биографию. Да? Вот. Это Михаил. Ему 30 лет. Он работает, там, я не знаю, допустим, он работает в банке, но при этом на досуге играет в группе «Тяжелый рок». И он слушает мой подкаст про историю музыкальных групп. Вот. Почему он слушает это? Зачем? Как бы поняв, выстроив эту биографию для одного конкретного человека, вы сможете понять гораздо больше и про более широкую аудиторию. Вот. Такие вот, значит, 2 упражнения. Дальше как все это сделать? Да? Тут это вот абсолютно техническая часть, которую, получив презентацию, вы просто сможете изучить, потыкать всякие вещи. Я тут совсем постараюсь быстро пробежать. Значит, запись, монтаж и дистрибуция. Это всегда самые популярные вопросы, да, во всех подкастерских сообществах, во всех встречах подкастеров и прочее. А в чем вы монтируете? А где вы хостите свой подкаст? Да? Масса ценнейших мнений, рекомендаций и прочего. Лучше всего это изучать самостоятельно. Я могу дать один совет, да, есть просто одна вещь, которая самая простая. Да? Это есть такой сервис Anchor, который недавно купил компания Spotify. И этот сервис позволяет и записать подкаст, и смонтировать как-то его базово, и потом выложить его и распространить на всех платформах. Да?
Это просто реально самое простое, то, что совмещает в себе множество разных функций. А потом там есть аналитика, которая позволяет отслеживать, как ваш подкаст слушают и где. Можете использовать что-то другое смело. Это я просто привожу в качестве примера самой простой штуки, которая как бы с самым низким порогом входа. Вот. Просто только если вы будете делать что-то через Anchor, помните, что для, например, русскоязычного аудио это довольно принципиально, что его нужно отдельно потом еще заливать на Яндекс.Музыку, в ВКонтакте, и в Телеграм, и разные такие платформы. Вот, и главное, на самом деле, вам не выбрать платформу хостинга, да, хотя, ну, это немаловажно, безусловно, а главное, опубликовав подкаст, как бы понять, как рассказать о нем людям самыми разными способами и путями. Вот. Значит, еще все, значит, все время спорят о том, в каких программах монтировать, вот, и тут просто супер небольшой слайд, основные программы, которые используются. Тут нету и половины основных, да, но это прям самые-самые популярные. Есть бесплатные программы, да, например, программа Audacity, она выглядит немножечко неказисто, потому что, ну, она бесплатная, да, существует уже давно, и там не то чтобы супер модный дизайн и интерфейс, но она, тем не менее, очень мощная, и ее, как бы, возможностей более чем достаточно для того, чтобы смонтировать очень-очень хорошее аудио. Если у вас Macintosh компьютер, да, Apple, то у вас есть бесплатный GarageBand, и если вы когда-нибудь записывали музыку, например, вы, может быть, знаете, как с ним обращаться, и поэтому вам будет с ним проще. Есть не очень дорогие программы, да, вроде Кинденбурга или Logic Pro Apple'овского, а есть прям вот совсем уже дорогие профессиональные, вроде Pro Tools, музыкальные очень мощные программы, или Adobe Audition, вот они все, ну, стоят довольно больших денег. Это серьезная инвестиция, если вы как бы на нее решитесь, прекрасно, но вам нужно понимать, как бы, зачем вы это делаете. Может быть, это не очень нужно. Самое главное, монтировать в том, в чем вам самим удобнее всего. Я вот, например, монтирую в программе Hindenburg, во многом еще потому, что она совместима с программой Pro Tools и позволяет как бы обмениваться проектами в разных программах. И это большая проблема всех этих аудиоредакторов, потому что трудно, если вы делаете что-то в GarageBand, а звукорежиссер, с которым вы работаете, делает что-то в Pro Tools, то у вас не будет никакой возможности как бы отдать свой проект ему. Вот, и это тоже нужно учитывать. Вот, значит, про монтажные программы. Что касается оборудования, да, тоже какой микрофон лучше, какие, значит, какой рекордер, какая звуковая карта. Это все прекрасно, да, если у вас есть возможность повыбирать, повыбирайте, да. Но вообще-то можно и на телефон записывать. Можно, вот, я не знаю, знает ли из вас кто-нибудь, что это за человек, вот, но это, значит, зовут его Ira Glass, и он, собственно говоря, ведущий программы This American Life. Он на карантине записывает очередной выпуск этой программы буквально у себя в шкафу. У него, наверное, очень хороший микрофон, да, но все равно он это делает в шкафу, а не в шикарной студии, как обычно. И качество звука у него очень хорошее. И, ну, как бы, специально очень сильно заморачиваться на тему оборудования не стоит. Стоит сначала, как бы, записывать кучу всего, понять, для чего то оборудование, которое у вас есть, не подходит, да, и от этого уже отталкиваться. Но начинать с поиска оборудования довольно бессмысленно. Есть такая шутка среди подкастеров, что самый популярный способ монетизации подкаста — это продать свое оборудование. Вот, значит, вот. И самое последнее, что я хотел сказать, есть довольно много англоязычных ресурсов, которые позволят вам узнать больше про то, как делается классное аудио. Самое разное. Да, документальное, разговорное, нарративное, художественное и всякое-всякое. Вот. Этот слайд у вас будет.
пожалуйста, если вам все это интересно, пройдитесь по всем этим ссылкам, послушайте подкасты. Это, правда, очень круто и ценно. Самый главный сайт, который есть, это сайт transom.org. На нем есть статьи, ну вот буквально про все на свете, что может понадобиться. Про оборудование, про монтаж. Там есть манифесты, значит, великих американских и английских радиожурналистов о том, вообще зачем это все делать, как и почему. Да? И они приводят массу замечательных примеров того, как можно круто экспериментировать с радио и как аудио, да, и как и зачем вообще все это можно и нужно делать. Вот. Есть куча сборников материалов, там, постов в блогах у того же самого радио NPR. Есть очень хорошая сжатая штука, которая называется вот Radio Diaries DIY Handbook. Я обещал добавить в эту презентацию ее перевод, который мы сделали с Сашей Борзенко, как раз из подкаста «Сперва ради и перемотка». Но я забыл это сделать, я обязательно это сделаю и пришлю Азату, чтобы вы тоже могли Да, потому что мы почитать. потом отправим Да. всю презентацию. Вот то, что вы сейчас видите, здесь на самом деле рабочие ссылки, когда вы получите эту Да, презентацию то, на почту, то, вы что сможете прямо открыть. Да, то, что подчеркнуто, это все работает. Да, я добавлю тогда действительно этот самый руководство Radio Diaries, потому что оно очень базовое, но при этом очень-очень полезное. Про то, как записывать интервью. Вот оно. И, значит, последнее, что есть, да, и это тоже у вас будет, это всякие полезные ресурсы для аудио. Вот. Тут и музыка, которую можно использовать под лицензией Creative Commons, и библиотеки звуков, которые очень пригодятся для саунд-дизайна. Да? Для этого главный сайт это freesound.org. Это просто огромная комьюнити, где люди сами загружают массу своих звуков. Большая часть из них... То есть они все доступны для использования, просто под разными лицензиями. Главное, что нужно... Ну, это как бы... Если вы работаете в какой-то организации, то это просто из соображений юридической безопасности организации, да, если вы делаете подкаст для себя, то это в первую очередь как бы из уважения к людям, которые делают музыку или записывают звуки. Всегда очень внимательно читайте, что написано про правила использования, и старайтесь их соблюдать, да, и чаще всего речь идет просто о том, что нужно упомянуть человека, который записал тот или иной звук или написал ту или иную музыку. Это совсем не сложно и классно и правильно. Вот. Собственно, на этом часть презентации подошла к концу. Вот, Отлично, большое спасибо, что слушали. Я очень жду ваших вопросов, потому что... Да, смотри, у нас уже есть вопросы. Да. Давай. У нас здесь много вопросов, есть личные вопросы у меня. Я еще раз напомню, что презентация всем будет скинута всеми рабочими ссылками, поэтому что-то не переживайте. Давай я начну с своего короткого вопроса и оставлю больше времени для участников, чтобы мы могли ответить на их вопросы. У меня довольно очень простой вопрос. Ты в одном из своих интервью tvkino.ru говорил о том, что прошло время дилетантов. Я подумал почему-то, ты, скорее всего, говорил именно, наверное, про англоязычную среду, что вот прошло, мол, время дилетантов, и теперь очень сложно запустить успешный подкаст. Я хотел тебя уточнить, ты сейчас именно говоришь про время дилетантов в русскоязычной среде, в англоязычной или в целом вообще в индустрии, что теперь очень сложно вырваться? Я не знаю, может быть, это как-то... На самом деле это не вполне так. Я не знаю. Тут дело в том, что это... Если про это и говорить, то скорее про англоязычную, конечно же, среду. Да? Просто потому, что там все больше и больше медийных профессионалов, скажем так, они захватывают этот мир подкастинга. Да? Но это совершенно не значит, что они все аудиопрофессионалы. Это очень часто журналисты, которые работают на телевидении или которые работают с текстами. Да? Например, пример текстов, да, вот есть Малкольм Гладуэлл, такой многолетний автор Нью-Йоркера, который выпустил кучу замечательных книг. Он недавно запустил свою подкастинговую компанию, которая называется Pushkin Industries. Вот. Он по радиомеркам, по аудиомеркам, он абсолютный дилетант. Да? По журналистским меркам он суперпрофессионал. Но все это совершенно не значит, что люди без опыта не могут
делать чего-то и не могут делать это успешно, да. Просто на Западе сейчас очень высокая уже конкуренция, да, и там крупные игроки подкаст-рынка, да, они отжирают большую часть аудитории. В России, например, да, и, ну, собственно говоря, таких рынков больших их очень немного, да, там, это Америка, Великобритания, где вообще особая ситуация, потому что там есть BBC, который просто супермонополист уже скоро 100 лет как, да. Отчасти похожая ситуация там в Австралии и Канаде, ну, англоязычных странах, да. В остальных местах, ну, нет такой проблемы, да. То, что происходит в России сейчас, да, это то, что действительно все больше журналистов, например, начинает заниматься подкастингом, начинают как бы заниматься им с журналистскими подходами. Вот. Но в смысле аудио они все абсолютно дилетанты, конечно. Понятно, хорошо. И Это, я, мне кажется, было например, вдохновение для да, тех, кто хочет начать. да, нет, и я абсолютно дилетант, да, я просто там за последние, не знаю, 5 лет послушал много тысяч часов подкастов, да, поэтому могу время от времени говорить, да, я про это слушал в This American Life, да, про это был в 99% Invisible сюжет. Это как бы может иногда производить впечатление, да, но это как бы просто наслушанность, да, слушать очень важно и классно, да, но это еще совсем не все. Я сделал какое-то количество вещей, да, но я понимаю, что там мой уровень моих навыков как звукорежиссера, он, ну, довольно низкий, да. Иногда мне помогает как раз наслушанность, потому что я подслушиваю какие-то ходы, которые потом могу использовать сам при монтаже. Вот, ну, в общем, вот так. Но я, например, тоже дилетант. Спасибо, Дим. Абсолютно. Так, смотри, мы сейчас как сделаем? Я сейчас включу следующий ментиметр, следующий опросник, и мы по ходу будем отвечать на вопросы наших ребят. Вопросов достаточно много. Я думаю, как раз справимся за те 30 минут, что у нас еще остались. Так, первый вопрос, смотри. Так, давайте перед вопросом я еще раз скажу. Если вы хотите проголосовать и смотрите нас на трансляции в Фейсбуке, вы тоже можете задавать вопросы, пишите в чат. Если вы хотите также проголосовать, переходите на сайт menti.com. И, когда этого, также вбивайте цифры. В этот раз цифры другие. 54 35 00. Отлично, люди начали писать. Мы хотим с Димой разобраться, вообще, какие платформы вы используете для того, чтобы слушать подкасты. Это очень интересно. Смотри, Дим, первый вопрос, мы начнем поэтапно. Кто первый написал, это Салима была. Салима спрашивает, сразу задает два вопроса. И у нее первый вопрос про сценарий. Насколько нужно детально прописывать сценарий подкаста? Вот насколько это важно, вот прям в детали углубляться, или может нужно просто какие-то общие вещи обозначить перед тем, как идет запись. Она боится, что если детально все рассматривать, то потом может потеряться вот естественность при записи. Это очень сильно зависит, да. Если говорить о подготовительном этапе, да, ну, мы сейчас понятно, что мы не говорим сейчас о фикшене, да, потому что фикшн — это совсем отдельная история, там всегда у вас есть сценарий заранее, да, и вы всегда по нему записываете. Если речь идет о нон-фикшене, то, конечно, ну, это как любое интервью, да, вы к нему готовитесь, у вас есть какое-то количество вопросов, которые вы понимаете, что вы хотите задать, вы понимаете, что в каких-то вопросах, возможно, будет нужно задавать какие-то уточняющие вопросы, куда-то выруливать, да. Что важно делать, это составлять сценарий после того, как у вас уже есть весь собранный материал, да. И это не важно, даже если у вас есть, даже если вы делаете просто интервью 1 на 1 двух людей, и это весь подкаст, все равно, окей, пусть у вас нет полной расшифровки, но у вас есть расписанный как бы разговор, и вы видите его целиком, и вы понимаете, что нужно вырезать, чтобы разговор стал более плотным, насыщенным и интересным. Потому что всегда это, ну, как бы, очень мало есть людей, которые способны выдавать вот такой вот материал
сходу, да, всегда потом это нужно монтировать или редактировать, да, всегда потом это нужно отслушивать, понимать, где дискуссия проседает, и все так делают, да. Марк Мэрон тоже так делает. Джо Роган, насколько я понимаю, и даже он так делает. Даже Вот. Джо Роган, потому что когда слушаешь Джо Рогана, кажется, что у него вся импровизация идет, там Да. нет никакого такого Но сценария определенного. мне кажется, что, я не знаю, может быть, YouTube-версии у него и не порезаны, надо просто посмотреть, но аудиоверсии почти наверняка порезаны. Вот. То, что это делает Марк Мэрон, это точно совершенно. Вот, который, ну, он чуть менее популярный, но тоже один из ведущих вот таких подкастеров именно вот в таком, казалось бы, простом жанре. Но это все равно очень большая работа. У того же самого Ньюзума, вот в этой книжке, которая еще не вышла, и которую вы не можете прочитать пока, ну или можете по-английски прочитать, на самом деле, запросто. Он довольно много про это тоже пишет, и там интереснее всего, конечно, всякие техники интервью и то, как это делает легендарная совершенно радиоведущая, интервьюер, который зовут Терри Гросс. Она ведет уже 40, кажется, лет, ведет на NPR программу Fresh Air про культуру, там приходят разные люди, рассказывают, с ней беседуют, вот, но она просто супермастер интервью, да, как бы все, кто мне приходят в голову из русскоязычных интервьюеров, да, от Познера до Дудя, немножечко курит, конечно, по сравнению с Терри Гросс. Вот, просто потому, как она умеет человека схватить. Ну и, кстати, тот же Дудь, заметьте, у него же это все монтируется. Да, кстати, есть же аудиоверсия, и он Да. где-то говорил, что довольно много людей слушают аудиоверсию просто. Да. Нет, во-первых, есть аудиоверсия, но и видео, его интервью, это же все смонтированные вещи, да, несмотря на то, что они там все по часу, полтора-два, они же что-то вырезают оттуда, да, то есть они работают над тем, чтобы это было по-настоящему интересно слушать. Смотри, и второй Вот. вопрос от Салимы насчет перевода. Как ты думаешь, насколько, ну, как ты сам относишься, она спрашивает, к переводу подкастов, потому что она говорит, кто-то к этому плохо относится, это хорошо, потому что теряется эмоция, живость. Ну да. Я, честно, скорее плохо отношусь. То есть есть вещи, которые, ну да, фикшн, условно говоря, да, опять же, фикшена сейчас появляется очень много. Именно в подкаст-форме, не в форме аудиокниг или аудиоспектакля, а то, что выходит как подкаст. Его переводить абсолютно нормально. Какие-то вещи можно делать по мотивам, условно говоря, да? Но все равно это будет как бы не перевод, а локализация, сделанная с нуля вещь. Но так, чтобы делать условный дубляж, да, там, или скорее voice-over, да, я со многими людьми про это спорил, насколько это как бы хорошо. Мне кажется, что это особенно в аудио, да, то есть когда это происходит в кино, это нормально, потому что у вас там есть визуальный ряд, есть актерская игра, которую вы видите, там, позы, лица, прочее, мимика. В аудио вы всего этого лишены, и voice-over, как бы, ну, он убивает искреннюю эмоцию. Ну, вот я абсолютно считаю, что это абсолютно так. При этом есть прецеденты довольно успешные, да, вот есть, например, такой подкаст Dr. Death у компании Wondery. Его перевели что-то на 10, кажется, языков. Как раз вот таким вот voice-over. Его перевели на, значит, немецкий, китайский, 2 вида испанского, испанский и латиноамериканский, кажется, испанский, специально локализованный, на французский, ну, в общем, на кучу языков, да, и вроде бы, ну, как бы это успешно и люди слушают. Но мне кажется, что все-таки лучше, пусть делать что-то по мотивам, да, но свое отдельно. Вот. Отлично, спасибо, Дим. Мари, следующий вопрос от Мики, он такой очень сложный. Возможно, она спрашивает, ты знаешь какие-то исследования касательно того, вот ты сейчас только что упоминал Дудя, у которого можно как, в принципе, послушать, так и посмотреть интервью. И она спрашивает, может, ты знаешь исследования, которые определяют, в какой категории обычно эти люди, которые могут послушать чаще, а могут чаще смотреть. Есть ли какие-то исследования, может, по возрастной категории, может, не знаю, это связано с тем, где они находятся? Ой, Или сработает? я вот так сходу, мне, честно говоря, ничего не приходит в голову. Есть просто исследование того, насколько
люди знают и слушают подкасты, да, но в основном это касается западного рынка. Для русскоязычной аудитории я таких нормальных исследований не знаю. То есть есть какие-то, но они все очень странненькие, либо по выборке очень плохие, либо, ну, это там, иногда это просто студенческие работы, которые как бы, ну, и не должны быть прям полноценными масштабными исследованиями, которые можно использовать нормально. Есть ли что-то с сопоставлением прям вот... Ну, можно посмотреть, вот есть компания Edison, которая больше всего проводит таких исследований. Возможно, у нее есть... Каждый год выходит Infinite Dial, называется. Это анализ вообще всяких цифровых трендов. Там есть и про видео, и про аудио. Я просто не знаю, совмещаются ли они, да? То есть, ну, насколько пересекаются, скажем, аудитории YouTube и подкастов. Исследовал ли кто-нибудь это или нет? Это очень интересно, но я просто не знаю, есть ли такие исследования. Честно. Вопрос тебе был, я просто лишь дополню, что, Да. насколько я знаю, есть другое исследование, я не помню, какого-то университета, тоже из Лиги Плюща в Америке, где они пытались обозначить в целом аудиторию, кто слушает подкасты вообще, зачем их слушать, кто слушает. И я, насколько знаю, согласно этому исследованию, они нашли такую среднюю выверку, что, мол, люди, которые слушают подкасты, это чаще всего люди с высшим образованием, для того, чтобы повысить свою продуктивность, да, потому что хотят заполнить свою даже рутину, обычную, какой-то полезной информацией. Чаще всего это люди вот именно, не то что интеллигенция, может быть, но как минимум с каким-то образованием. Ну да, но тут как бы, да, и такое тоже у Эдисона есть, да, там, что подкасты слушают в целом люди там постарше, чем смотрят видео, да, то есть на таком уровне можно посмотреть вот эти исследования Эдисона, они будут довольно популярные. Но, кстати, вот про аудиторные всякие вещи, давайте я вот сейчас буквально просто найду. У того же Ньюзума есть очень смешной момент, связанный с интересами разных групп аудиторий. Сейчас, это очень, очень быстро. Да, пока ты будешь искать, я посмотрю, что у нас Mentimeter нашел. У нас проголосовало 29 человек, и больше всего они используют платформу 8 человек Google Podcast. Ну, в принципе, то же, что и я использую. Я до этого использовал CastBox. В принципе, я использую параллельно их, но мне больше нравится Google Podcast. Ну, что удивительно, какие-то подкасты, они есть в Google подкасте, но они могут не запускаться. Например, есть замечательный аналитический подкаст у Карнеги, Московского центра. И почему-то в Google он не запускается, поэтому приходится использовать две платформы, например, CastBox. Что еще прикольно, многие люди не знают, которые используют именно iPhone, что у них на самом деле предустановлено есть приложение Apple Podcast, и когда ты им говоришь, что у вас есть предустановленное приложение для прослушивания подкастов, они очень сильно удивляются. Ты, кстати, нашел, Дима? Да, я нашел. Да, Давайте я прочитаю, это реально очень смешно. Значит, это про исследование Нильсон, да, есть тоже такая очень известная контора, которая занимается маркетингом, всякими исследованиями рынков. И это как раз довольно важно, на самом деле, когда вы определяетесь со своей аудиторией, да, такие вещи тоже учитывать. Если вы делаете подкаст там, вот тут про здоровый образ жизни пример, вы просто должны понимать, что делает, как бы, что интересно вашей аудитории. Я просто зачитаю буквально. Значит, в потребительском исследовании Нильсон есть один прекрасный пример подкаста о здоровом образе жизни. Самый популярный товар среди их слушателей – это витамины. Ну, и это понятно, да, там. Слушатели подкастов про ЗОЖ тратят 2,3 миллиарда долларов в год на витамины. Но что на втором месте? Выпивка. Слушатели подкастов о здоровом образе жизни в год тратят больше миллиарда долларов на спиртное. И их траты заметно выше, чем у среднего американского домохозяйства. Отсюда вывод. Разумеется, часть слушателей буквально хлеб не кормить, дай только съесть какой-нибудь витамин. Но другая часть – это люди, которые жаждут вести здоровый образ жизни и лучше заботиться о себе. Но пока удовлетворяют свою жажду забористым космополитом. Но, в смысле, что да, люди, которые слушают подкасты про здоровый образ жизни, совершенно не обязательно люди, которые ведут здоровый образ жизни. Может быть, они только хотят его вести. И это тоже нужно учитывать, когда вы как бы придумываете, про что вы будете рассказывать и как вы это будете делать. Вот. Ну, кстати, да, потому что, например, мы часто смотрим видео с кулинарией, например, тестили, но это не значит, что я пойду сейчас и приготовлю что-нибудь по рецепту тестить. Просто приятно на это смотреть. Есть я видел, вопрос. Наверное, да, в 1000 раз больше рецептов, чем освоил. Мне кажется, это со всеми лайфхаками, которые мы смотрим.
Есть, смотри, второй же вопрос от Жаны, потому что был предыдущий вопрос по исследованию. Второй у нее вопрос, мы сейчас попробуем немного ускориться, чтобы ответить на все вопросы. Второй вопрос у нее касательно форматов. Есть ли у тебя какие-то определенные рекомендации, возможно, по хронометражу или по голосу? Должен ли быть голос радийным? Или наоборот, должен быть человек, который не имеет радийного опыта, и он такой пришел? Какие-то, возможно, рекомендации? Значит, что касается хронометража, да, это важный очень вопрос. Подкаст как бы должен быть необходимой вам длины для того, чтобы рассказать то, что вы хотите. И ни в коем случае не длиннее. Вот. Но никаких правил, что вам нужно обязательно делать 5 минут или 25. То есть куча, опять же, исследований, какие самые популярные, вот у самых популярных подкастов, какой средний хронометраж. Да, это все можно найти запросто. Но они вам не скажут вообще ничего, на самом деле. Да? Вам нужно руководствоваться буквально вот одним принципом. Нужно делать такой подкаст, чтобы его было интересно слушать, стабильно. Да? Если какую-то часть неинтересно слушать, вы ее вырезаете, и хронометраж сокращается. Да? Вот, все. Ставить себе цель сделать подкаст в 25 минут и 30 секунд, и даже с вилкой от 23 до 27 минут, это, довольно тупиковый путь. Нужно делать его таким, чтобы он был как бы интенсивный, интересный и классный. Да? Сколько получится, столько получится. Вон у Дэна Карлона по 6 часов получается, и ничего. А у The World According to Sound получается за 1,5 минуты, и тоже классно. Вот. Понятно, спасибо тебе. Смотри, следующий вопрос, который мы немного пропустили, оказывается, был от Александра Кулинского. Он спрашивает, вот в советское время на радио был такой жанр театр у микрофона. Вот как ты думаешь, в нынешних современных условиях может ли вот этот вот жанр театра у микрофона в советской практике перерасти вот в жанр подкаста? Мне кажется, что вполне, да. То есть, понятно, что немножечко другие возможности для саунд-дизайна того же, да, немножко другие вещи нужны аудитории, допустим, да, но традиция радиотеатра, да, это то, что как раз есть у русскоязычного мира, например, да, советские традиции радиотеатра. Нету традиции радиодокументалистики по разным причинам, а радиотеатр есть, да, и я не знаю, я вот принимал участие как раз на Яндекс.Музыке, мы делали в конце прошлого года в форме подкаста 7-серийный аудиоспектакль по «Звездным войнам». Делали с человеком, который как бы всю жизнь занимался радиотеатром. Такой замечательный режиссер Дмитрий Николаев. Вот. Он как бы исключительный пример, да, потому что он очень круто умеет работать со звуком, да, и его прекрасно знают в Европе и прочее. Это все может работать, да, если это достаточно классно и современно сделано. Да, просто, не нужно к этому относиться как к буквальному воспроизведению театра у микрофона, да. Нужно как-то пытаться это осовременивать, да. В Англии это работает прекрасно. BBC делает какое-то немыслимое количество аудиоспектаклей и сериализированных, которые выходят в форме подкастов тоже. У них есть такая, у них, правда, это мощная традиция, которая не прерывается, опять же, с 30-х годов прошлого века. BBC, да, это прям часто можно заметить. Вот. В Америке сейчас становится больше фикшена. Вот. Не весь он может быть как бы похож на театр у микрофона, да, а какой-то, может, и вполне похож. Да. Очень много очень разных вещей. Есть дико интересные вещи, которые делаются в фикшене. Вот мой один из любимых примеров есть такой подкаст, который называется «1865». Про 1865 год, когда убили президента Линкольна в США. И это 13-серийная, кажется, такая постановка, фикшн. События, которые происходили сразу после убийства Линкольна. Очень важный, на самом деле, период в истории страны. Это пьеса, которая шла в театре, и из нее потом сделали вот такой большой-большой сериал. Он очень круто записан, с очень крутыми актерами. Там такой он суперреалистичный, да, там специально Дима, я тебя перебью. Да. Мы перейдем к дальшему вопросу, чтобы Да, вопросов в общем, много. послушайте 1865. Послушайте этот подкаст обязательно.
Да. Сейчас один вопрос в Zoom, потом мы перейдем еще к вопросу с Фейсбука. Ага. Мы их видим, спасибо, что пишете. А вопрос от Хадичи, она спрашивает, у тебя есть ли какие-то рекомендации относительно того, на какую тему лучше делать подкасты? Она спрашивает у тебя лично, будет ли жить популярен ли подкаст с названием «Посидим и покакаем» или «Между нами девочками». Ты считаешь ли как-то это может повлиять на то, насколько популярен подкаст? Слушайте, ну исследования как бы о том какие подкасты больше делают и какие подкасты больше слушают, они, конечно, есть. Да? Но они при этом в основном есть, конечно, для там, англоязычного рынка, на который ну, эти данные не всегда релевантны для нас. Мне кажется, что их можно почитать, просто чтобы понимать, что происходит в мире. Но в первую очередь нужно делать про то, что интересно вам самим, да, потому что это залог того, что и слушать это будет интересно. Может так получиться, что как бы ваши интересы довольно узкие, и вы найдете не очень много слушателей, да. Нужно быть к этому готовыми, да, ну, или нужно как-то заставить себя заинтересоваться какой-то темой, да, и проникнуть в нее, которая интересна более широкому кругу. Но без вашего интереса не будет и слушательского интереса никогда. Вот. И, ну, такой, как бы, тут нужно в первую очередь понять про себя, да, а потом уже, что вы хотите сказать, про что вы хотите рассказать. Ну, а потом уже дальше долго думать над тем, как сделать это максимально привлекательным для большого количества слушателей. Спасибо большое. Ну, и еще маленькая рекомендация. Когда вы запускаете подкаст, старайтесь заранее прописать темы и вообще записать уже пару Да, да, выпусков, да. потому что не будет такого, чтобы записали подкаст один и вы вперед пошли. Нет, это сложный процесс очень. Да, да, это правда. Чем больше у вас запас, тем лучше. У нас, смотри, еще есть два вопроса от Оли и от Эльдара на Фейсбуке, они Ага. нас смотрят. Спасибо большое, что написали свои вопросы. Так, давай мы сейчас с тобой ответим на вопросы ребят с Фейсбука. Вот Оля спрашивает у нас, скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, предпочтительнее в подкастах? Запись какой-то беседы с гостем, чтобы слушатель понимал, что ведущий вел диалог с гостем, или же взять синхрон условного гостя, потом на монтаже сделать подводку и вставить нужный фрагмент речи гостя? Тоже очень зависит, да. Я не очень люблю, мне монологи такие, да, синхроны смонтированные, да, и отсутствие интервьюера мне как бы ближе по духу и стилю, да. Я такой люблю больше. Но при этом бывают интервьюеры, которые сами по себе интересны, даже если они просто задают вопросы, потому что они их задают так классно, остро и неожиданно, да, что это приятно слушать. Тут надо понять, опять же, нет универсального правила. Дело вообще в аудио огромную роль играет ваш личный вкус. Это касается всего. Это касается выбора тем, это касается того, как все это монтировать, это касается музыки, которую используется, саунд-дизайна, звуковых эффектов и прочее, прочее. Ну, как бы, есть вот у того же самого Айра Гласса есть замечательное видео, которое называется The Gap, то есть зазор. Да? Это зазор. Очень многие люди начинают что-то делать в аудио и страшно расстраиваются, потому что то, что они делают, не соответствует их представлениям об идеале. Да? И вот этот зазор между тем, что вы делаете, и идеалом, который есть у вас в голове, потому что вы очень тонко чувствующий, классный, творческий человек. Да? И это есть у всех. Да? И нужно просто быть готовым к тому, что потребуются годы для того, чтобы этот зазор как бы схлопнулся. И все равно время от времени будет возникать. Да? Вот, но с этим как бы ничего не поделаешь, это абсолютно нормально. Это нормальная часть как бы любого творческого процесса. И идеал, который есть у вас в голове, скорее всего, будет недостижим. Но ничего страшного в этом нет, потому что только пытаясь его достичь, вы достигнете величия. Да, да, вот. Спасибо, Дим. Смотри, другой очень, мне кажется, очень хороший вопрос от Эльдара касательно Ютуба и вообще RSS-подкаста, потому что мне тоже очень часто возникает такой спор. Вот он спрашивает, то, что распространяется на YouTube, оно же ведь распространяется как без RSS-кода, ну и, следовательно, это нельзя считать форматом подкастов. Вот подкастинг — это распространение аудио-видео контента через RSS или что? Есть какой-то определенный, знаешь,
я не знаю, определенное правило. Вот это вот подкаст, если он на YouTube с видео, а это если вот ты слушаешь в наушниках, может быть, это только другое направление. Или в целом Ну все это да. можно и тоже назвать подкастами. Вообще, как бы, ну, есть строгое определение, да, это действительно нечто, что распространяется при помощи RSS. Но на самом деле, чем дальше, тем больше становится разных, как бы, форм бытования. И для меня подкаст это в первую очередь аудио, что тоже не вполне верно, да, потому что и исторически видео подкасты тоже есть. Даже в Это Apple, там, в любопытно. iTunes, да, в iTunes есть прям отдельная категория видео подкастов. Да, это все существует. Просто я привык к тому, что как бы считаю подкасты аудиоформатом в первую очередь. Это тут вообще как бы не знаю, мне кажется, что споры эти, да, о том, что считать подкастом, что не считать, они не супер содержательные. Я бы так сказал. Ну, потому что какая разница, да? Если вы нашли свою аудиторию на YouTube, прекрасно. Если вы, как бы, то, что вы делаете, интересно людям, которые слушают аудио, подкасты, распространяемые через RSS, еще лучше. Нужно просто, как бы, держать в голове всегда, что есть там такая возможность, да, и понимать то, что вы делаете, как бы, как лучше всего это донести до людей. При помощи YouTube, при помощи значит, RSS и аудиоподкастов и так далее. Вот. Поэтому, я не знаю, правда, мне кажется, что это, как бы, это дискутируемый вопрос, безусловно, да, и четкие определения важны для каких-то вещей, да, но они важны, там, не знаю, для того, чтобы определить стандарты, там, не знаю, подсчет рекламных денег в индустрии. Да, это очень важно. Что считать подкастом, что считать прослушиванием, что считать там, тем, пятым, десятым. Когда вы придумываете, что вы будете делать, это как бы вторичный вопрос. Вот. Важный, да, потому что именно технологии конкретные будут помогать вам распространять это все. Но сначала нужно придумать, что именно вы делаете. Вот. Спасибо, Дим. Сейчас у нас остается очень мало времени, потому что у нас будет другая очень важная сессия потома. Буквально один последний вопрос, и в это же время вы сможете ответить нас на другой опросник по организации мероприятия, по Ментиметру, который тоже будет включен позже. Борис, давай пока мы с тобой ответим на вопрос от людей с телевидения, потому что вот люди с телевидения хотят запустить аудиоверсии своих подкастов. И вот они спрашивают, можно ли считать подкастом аудиоверсии телепроекта, где все построено на разговорах ведущих гостей при небольшом звукомонтаже. Вот как ты к этому относишься? Ну, можно, запросто. Ну, это как бы очень простой способ проверить. Вот Арзамас тот же самый, да, начинался с того, что просто брали видеодорожку, звуковую дорожку из видео, да, лепили к ней какой-то другой вариант заставки, да, потому что в видео название лекции это был титр, да, а в аудио нужно было его проговорить. Ну, там записали название лекции и вперед, да. Нужно учитывать такие вещи, чтобы просто проверить, насколько... Проверить можно очень быстро, просто и дешево, да. Поймите, насколько реально важен визуальный ряд в том, что вы делаете, да. Где есть титры, попробуйте их наговорить голосом, выложите. Это, ну, очень легко проверить, как это будет работать. Но все-таки лучше, и Арзамас тот же самый тоже к этому пришел. Да? Когда вы делаете что-то именно ориентированное под аудио, вы все равно это перепридумываете. Даже такой простой формат, как лекции, был перепридуман. Например, стало понятно, что видеолекция Арзамаса это там 10, 12, 15 минут максимум. А с аудио дает гораздо больше простор для этого самого, для, значит, разных вариаций хронометража. Вот. Лекции стали длиннее, в них появилось больше деталей. Отлично, смотри, у нас еще этот вопрос, потому что Хаким снова попросил ответить на вопрос. С удовольствием, Хаким, ответить на ваш вопрос. Смотри, его вопрос о том, говорят, что длинные подкасты, не стоит их делать очень длинными, вообще в целом сами подкасты, и что для молодежи даже 8-10 минут это уже, возможно, много. Как ты думаешь,
нужно ли вообще вот заботиться о том, что твоя молодежь сейчас в последнее время, она в целом очень, ну, не такая, знаешь, память кажется не такой большой, они любят очень короткие фрагменты. Ну, Работает ли это в подкастах? как бы то, что подкасты слушают более чуть люди постарше, чем смотрят видео, ну да, это так. При этом я бы, ну, настолько на поводу у аудитории реально не шел, да. Есть очень жесткие форматы, да, прям супер жесткие. Вот есть подкаст, который называется Chompers, такой его делает студия Gimlet. Там каждый выпуск длится 3 минуты. Но он длится 3 минуты по очень понятной причине, потому что это подкаст для чистки зубов. И там есть интро на 30 секунд, аутро на 30 секунд, а дальше внутри это 2 минуты, которые нужны для того, чтобы почистить зубы. Да? И прерывается раз в 30 секунд, значит, он говорит, а теперь ты чистишь зубы сверху, с правой стороны. И дальше продолжается какой-то веселый рассказ там, про какого-нибудь смешного зверя. А теперь, через 30 секунд, чисть зубы с правой стороны сверху. А теперь меняйся и снизу чисть. И как бы тут понятно, почему жесткий хронометраж. Да? В эфирных штуках на радио тоже понятно, почему жесткий хронометраж. Там, да, есть такая штука у американцев, прям называется The Clock. Да, там такая круговая диаграмма, это час эфира. Вот, и тут там, значит, минута рекламы, минута рекламы, минута рекламы. Значит, тут сюжет на 5 минут, тут ведущий берет интервью на 20 минут, и там все очень жестко заформатировано. Подкастинг дает возможность варьировать, экспериментировать. У вас нету жестких ограничений. Не создавайте их себе искусственно. Да, вы можете их что-то попробовать, а потом... Да. Создавайте их себе смысле осмысленно, да, на основе опыта или на основании того, что цель у вас есть какая-то. Да, там есть BBC-шный выпуск, подкаст «13 минут до Луны» про Аполлон-11 миссию. Одна из серий длится 13 минут, там, ну, условно, 16 минут на самом деле, потому что там еще есть интро. Но она длится 13 минут ровно, и не минуты, и секунды, и больше, потому что это 13 минут записи переговоров, значит, астронавтов с Центром управления полета, пока они спускались на Луну. Ну, это окей, да, тут 13 минут, как бы, ни больше, ни меньше. Это такое вот ограничение. Но Спасибо большое. да, заранее как бы их устанавливать себе я бы не стал. По опыту вы можете понимать, да, вот там выпустили 10 выпусков, смотрите по статистике, люди там, у вас подкаст там, в среднем длится от 40 минут до часа, да, а на 30-й минуте люди отваливаются. Ну, значит, наверное, вам нужно там больше времени потратить на монтаж и убрать то, что неинтересно. Да? Но руководствоваться нужно не тем, чтобы уложиться в 25 минут, а тем, чтобы людям было постоянно интересно, чтобы они не отваливались. Спасибо, Дим. Я еще раз напомню, что мы просим вас пройти опросник, который здесь есть. Для этого вам нужно, как и до этого я говорил, пройти на сайт menti.com, вбить цифры 61, 56, 85. Мы не увидим результаты, вы, точнее, их не будете видеть. Для нас лично, чтобы понять, насколько все хорошо прошло, очень будет полезная информация. И спасибо большое тебе, Дим, за очень отличную, Спасибо вам. познавательную, крутую презентацию. Она будет доступна всем, кто нас смотрел здесь. В Zoom мы ее потом позже пришлем по почте. Там ссылки рабочие, вы сможете открыть. И для тех, кто запускает свой подкаст, мне кажется, очень важная была презентация. Извините, конечно, мы не можем сейчас по всем вопросам снова пройтись. Хаким снова вопрос написал. К сожалению, у нас ограниченное время. У нас будет сейчас вторая сессия, которая начнется в 16:45 по бишкекскому времени. О том, как меняются рекламные потоки сейчас в условиях пандемии, в условиях чрезвычайной ситуации. Вот. Это последние мои заключительные слова были. Дима, ты хочешь что-нибудь напоследок напутственное сказать начинающим подкастерам, тем, кто уже делает? Слушайте и экспериментируйте больше. Вот. Я уже это говорил, но не устаю повторять. Я получаю огромное удовольствие сам и от того, и от другого, и от того, что много слушаю, и от того, что пытаюсь экспериментировать, пусть не всегда удачно. Вот. И вам желаю того же. Это, ну, в первую очередь, это реально кайф. Вот. Вот и все. Полностью с тобой согласен. Спасибо большое, Дим. Спасибо большое вам. всем, кто нам присоединился. Надеюсь, вам было полезно. Спасибо, если вы нас смотрели даже на Фейсбуке трансляции. Спасибо вам огромное. Всем хорошего дня и присоединяйтесь к следующей нашей сессии в 16:45. Всем пока-пока. Счастливо. Спасибо. Счастливо. Слушайте и делайте подкаст. Да, ура.
Пока.